Но мое мнение такое, что я за то, чтобы у нас была парковая зона. Я в Орбите живу 35 лет. У меня дети выросли. За это время у нас в Орбите ни одной парковой зоны нет. У нас напротив окон школа 25. Построили стройкомплекс. Спортивный комплекс – это очень хорошо. Но построили при этом, оттяпав половину территории 25-й школы. Почему нельзя было этот же спорткомплекс построить там, где стоит университет? Там построили бассейн. Там можно хорошую сделать стоянку для машин. Теперь у нас как соревнования, у нас во дворах протолкнуться нет. Даже с колясками идут по дороге, потому что весь тротуар заставлен машинами. Тут же хотят поставить или стоянку. Правильно, поставят стоянку. Это хорошо, для машин стоянки нужны. У нас около заправки стоит полупустая платная стоянка. Тут будет то же самое. То есть не будет реализовано то, что можно. Эту площадь под строительство дома пустят 100%. Ваше мнение по поводу застройки? Только сквер и больше ничего. Для отдыха детей и пожилых в основном. Мы тоже только за сквер, за парковую зону. Мы очень хотим парк. У меня 3 внуков. Ходим гулять или к школе, или у себя на маленькой площадке, разбитой уже хотелось. А вообще на Орбите нету, детям негде гулять. Такой спальный район огромный. Столько молодых мам, столько с колясочками. Да, пожилых людей. Сыктывкар по последнему переписи сейчас в Комсомольской правде 75% загазованности. Строят дома большие, ни одного дерева нет. Там никто ничего не сажает. Хотя постановление вышло правительство республики, чтобы рядом с магазинами были зеленые насаждения. Нигде ничего нет. За что будете голосовать? За то, чтобы была рекреационная зона, сквер, парк. Мне с ребенком лично вообще гулять нет. Мероприятие вообще непонятно, для чего происходит, для чего собирают людей. Если говорить, что для Орбиты, то этот вопрос должны решать не посторонние люди, а жители Орбиты. А мы сегодня видим, что очень много среди тех, кто здесь присутствует в зале, очень много клокеров. Понимаете? Они пришли, так сказать, кто по зову сердца, может быть, кто-то по каким-то другим причинам, но они к этому к скверу не имеют отношения никакого. Та же самая история была в нулевые годы, когда весь центр города застроили непонятно какими объектами. И вот на подобные мероприятия приходили гастарбайтеры, которые местных жителей просто-напросто перекрикивали. В результате они сами все это организовывали, и была у них эта бумага, что это все законно, все нормально. То есть де-факто получается это просто профанация. А для чего это организовали сегодня, тоже непонятно. Потому что мы уже это все вопросы обсудили уже в апреле месяце. А теперь для чего собрали? Вот посмотрите, фойе, кто там находится. Это вообще, я их, например, всю жизнь живу на Орбите, я их никогда там не видел. Это же видно, что молодые люди пришли за какие-то небольшие деньги, скорее всего. Но я думаю, что вот сегодня это мы увидим, что здесь происходит, потому что явно, что попахивает какой-то провокацией. Добрый день. Меня зовут Штраллер Станислав Васильевич. Являюсь инициатором общественной группы жителей Орбита по поводу строительства сквера и по поводу и мы являемся противниками строительства многоэтажного дома и автостоянки на Орбите, на перекрестке Индюковская-Петрозаводская. На данный момент мы все видели, как в зале администрации города Сыктывкара пришло очень много подставных лиц из компании Ассорти, Тетра, КС Альфа. Сегодня также мы знаем, что собирались люди за определенную плату для участия в голосовании в данном мероприятии. Но голосование сегодня не проходило. Поэтому все эти люди, я так понимаю, очень много потеряли. На данный момент высказалось очень много людей по переводу из статуса G1 в статус R5 данной территории, для того, чтобы эта территория была с статусом парков, скверов. На этой территории никогда нельзя будет построить дом, можно будет построить парк, сквер и небольшую автостоянку.